Великая Северная экспедиция. Ряд географических экспедиций, предпринятых русскими моряками вдоль арктического побережья Сибири к берегам Северной Америки и Японии во второй четверти XVIII века. Проект новой экспедиции к берегам Северной Америки и Японии капитан-командора Витуса Беринга был горячо поддержан обер-секретарем Сената Кирилловым и президентом Адмиралтейской коллегии Головиным. По их инициативе проект был расширен и переработан. Основной задачей экспедиции было поставлено исследование севера России от Печоры до Чукотки и составление его географического, геологического, ботанического, зоологического и этнографического описания. Кроме того, планировались морские походы к берегам Японии и Северной Америки. 28 декабря 1732 года указ об организации экспедиции был представлен Сенатом на высочайшее утверждение. Экспедиция была разбита на 9 отрядов общей численностью несколько тысяч человек. Большая часть из них находилась под общим руководством Витуса Беринга. Экспедиция отряда, которым руководил Витус Беринг, нередко называют непосредственно Второй Камчатской экспедицией. Перед этим отрядом ставилась задача отыскания пути в Северную Америку и островов в северной части Тихого океана. К лету 1740 года в Охотске под руководством корабельных мастеров Казьмина и Рогачева были построены два пакетбота «Святой Петр» и «Святой Павел», предназначенные для отряда. В сентябре того же года корабли под командованием Витуса Беринга и Алексея Чирикова перешли к берегам Камчатки, потеряв в ходе плавания во время шторма часть продовольствия. В Авачинской бухте на Камчатке членами отряда был заложен острог, позже выросший в город Петропавловск-Камчатский. 4 июня 1741 года пакетботы «Святой Петр» и «Святой Павел» под командованием Витуса Беринга и Алексея Чирикова вышли в плавание к берегам Америки. В самом начале плавания корабли потеряли друг друга в сильном тумане и действовали раздельно. «Святой Петр» под командованием Беринга достиг острова Кадьяк у западного побережья Америки. На обратном пути экспедиция зазимовала на небольшом острове, где Беринг умер во время зимовки. «Святой Павел» под командованием Чирикова 15 июля достиг берегов Америки, кроме того, побывав и на отдельных островах. И 11 октября того же года вернулся в Петропавловский острог. В результате деятельности Великой Северной экспедиции впервые была произведена опись отдельных участков побережья Северного Ледовитого океана, открыт американский берег и подтверждено наличие пролива между Азией и Америкой, открыты и нанесены на карту Южные Курильские острова, доказано отсутствие каких-либо земель между Камчаткой и Северной Америкой. Я вот думаю, сколько забот было у Беринга, какая масштабная экспедиция, какая долгая подготовка, столько людей. Все нужно спланировать, обеспечить, проконтролировать, отправить исследовательские отряды на север, проложить дороги, построить заводы, голова кругом. Откуда он мог черпать силы? Находясь в таких местах, у меня лично вопросов не остается. В октябре 1734 года Беринг прибыл в Якутск. Теперь нужно было дождаться лета, чтобы выбрать место для строительства нового завода. Из Якутска Беринг мог одновременно следить за продвижением арктических отрядов и держать под контролем строительство судов в Охотске. Итак, мы в Якутске. Здесь Беринг планировал сосредоточить все необходимые ресурсы. А ведь только провианта для основного состава требовалось почти 256 тонн. А еще были сотни людей, сплавляющих лес в Охотск. Об этом подробно рассказывает в своих записках участник той экспедиции Свен Ваксель. Распоряжение о заготовке припасов и строительстве кораблей Беринг отправил в Якутск заблаговременно. Но когда прибыл сюда, к своему удивлению, капитан-командор узнал, что местные власти не сделали ничего. То есть вообще ничего. Едва сошел снег, в мае 1735 года начались поиски подходящего места для завода, точнее, подходящей реки. Строительство промышленных предприятий тогда начиналось с плотины.
Перегораживали реку, в запруде ставили водяные колеса, которые должны были дать энергию для механизмов завода. Присланный с Урала плотинных дел мастер Петр Бронских выбрал реку Тамгу в 29 верстах от Якутска. Сейчас она называется Тамма. Началось строительство в сложнейших климатических условиях на вечной мерзлоте. Якутск с 17 века был местом ссылки. Сюда отправляли преступников, мятежников, раскольников, военнопленных. Именно ссыльные стали основной рабочей силой на стройке завода для экспедиций. К вспомогательным работам привлекали местное население – якутов. Ни уральские мастера, ни офицеры экспедиции не знали местной специфики. Организовать работу было очень тяжело. А местные чиновники вместо помощи ставили палки в колеса. Но несмотря на все препятствия, за короткий летний сезон на речке Тамга был построен и уже в сентябре запущен первый в мире завод на вечной мерзлоте. Руда поступала с рудника в районе Ленских столбов. Ее спускали с горы в кожаных мешках и сплавляли по реке Лени до завода. Летом пережигали в огромных ямах дрова на уголь. Перевозили уголь и руду на завод, а зимой на санях и нартах везли продукцию завода в Охотск. Дошли. Именно здесь 300 лет назад построил свой завод Витус Беринг. Сегодня, конечно, от него уже ничего не осталось, но в архиве Екатеринбурга мы нашли очень любопытный документ. Вот он, тот самый завод. Состоял он из 2 плавильных амбаров, колотушечного и якорного цехов, ну и кузни из 6 горнов. Работали на нем, помимо уральских мастеровых, все те же ссыльные, которые со временем, набираясь опыта, уже становились квалифицированными мастерами. Выдавал завод 32 тонны железа в год. Это в 20 раз меньше, чем в Екатеринбурге. Но и этих 32 тонн в год было достаточно не только для нужд экспедиции, но и для того, чтобы снабдить весь регион железными изделиями. На второй год нахождения Беринга в Якутске туда прибыл академический отряд экспедиции. В их числе были натуралист, химик и биолог Гмелин и профессор истории и географии Миллер, профессор астрономии Луи де Лиль де Лакроер, а также студент-географ Степан Крашенинников, будущий академик, автор капитального труда «Описание Земли Камчатки». Их задачей было всестороннее научное исследование Сибири и Дальнего Востока. Миллер работал в Якутском архиве, изучал и описывал культуру народов Севера. Гмелин обрабатывал собранные по всей Сибири ботанические и зоологические материалы. Осень 1738 года стала тяжелым временем для экспедиции. Беринг получал из Арктики известия о череде неудач, которые преследовали его отряды. Руководители отрядов, которые шли на запад и на восток от устья Лены, лейтенанты Прончищев и Лосениус погибли. Дмитрий Лаптев, принявший руководство отрядом Лосениуса, писал донесение, что устье Колымы достичь невозможно. Возникшие препятствия и в целом медлительность продвижения всех отрядов экспедиции вызывали растущее недовольство в Петербурге. Всякий день мог прийти приказ о приостановлении экспедиции. Именно в этот момент академик Герард Миллер находит в Якутском архиве отчеты Семена Дежнева о том, как 80 лет назад казаки морем прошли от Лены до Колымы и обогнули Чукотку. Из Петербурга пришло распоряжение Берингу работу северных отрядов экспедиции продолжать, даже если это продлится еще несколько лет. Забегая вперед, скажу, что к 1740 году все они достигли своих целей. И сегодня, рассматривая географические карты, можно встретить имена их участников. Море Лаптевых, мыс Челюскина, берег Прончищева, мыс Лосениуса, мыс Овцина, пролив, остров и море Беринга. Только вдумайтесь, несколько сотен человек подробно изучили тысячи и тысячи километров арктического побережья и Дальнего Востока, всю северо-восточную границу Евразии. Это был
колоссальный, фантастический результат. Для Беринга 3 года в Якутске оказались самыми тяжелыми в его жизни. Он занимался заводом, распределял его продукцию между отрядами экспедиции, поскольку корабли нужны были не только в Охотске, но и на Лене, Енисее, Колыме. Писал бесконечные отчеты для адмиралтейств коллегии. Сражался с местной администрацией. Но больше всего сил отнимала организация доставки грузов на Охотскую верфь. Свен Ваксель в своих воспоминаниях писал, что на части пути перевозка осуществлялась на людях. Каждый из них брал груз весом около 100 килограммов, перекладывал на длинные сани и, впрягшись на манер лошади, тащил их до самого Охотска. За зиму проходили по 2000 верст, причем провизии не хватало, люди были крайне истощены. В это время местные власти, обеспокоенные активной деятельностью Беринга, а особенно его отчетами, в которых он фиксировал их полное бездействие, писали на него бесконечные доносы в Адмиралтейств коллегию. А между тем Адмиралтейств коллегия за отказ покинуть Якутск лишила Беринга положенного ему двойного жалования. Но упрямый командор оставался в Якутске до тех пор, пока не выполнил все, что было необходимо для продолжения экспедиции. Тамгинский завод обеспечил железом верфь в Охотске, где были построены корабли. В июне 1740 года, спустя 7 лет после начала экспедиции, торжественно были спущены на воду 2 пакетбота «Святой Петр» и «Святой Павел». Им предстояло ни много ни мало пересечь Тихий океан. Начиналась главная, морская часть экспедиции. На самом деле, специально для экспедиции Беринг построил первый в мире завод на вечной мерзлоте. А вот это уже факт. Более того, Тамгинский завод в будущем станет прообразом горно-обогатительных комбинатов всего Дальнего Востока и Крайнего Севера. Ну и действительно ли благодаря экспедиции Беринга началось промышленное освоение Сибири? И это тоже факт. Тамгинский завод еще 10 лет после окончания экспедиции снабжал весь регион железом. Впервые сибирская продукция была предназначена не для европейской части страны, а для местных нужд. Таким образом, начался новый этап развития Сибири и Дальнего Востока. На этом все. С вами был Арарат Кещян и программа «Не факт».